По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире почти 1,5 миллиарда взрослых курильщиков табака. Это значит, что зависим каждый 5-й человек. В столице Казахстана прошла конференция Technovation «Бездымное будущее». Эксперты, представители бизнеса и науки обсудили снижение вреда от курения через инновационные бездымные продукты. На площадке собрались доктора медицинских наук, именитые онкологи и пульмонологи, заслуженные врачи стран СНГ. Они делились исследованиями и взглядами на острые темы здравоохранения регионов. Как врач я должен сказать, что любой продукт никотиновый вреден, что снюс, что насвай и так далее. Но в свое время я проводил анализ насвая в шведской лаборатории Sweden-Match. Мы сравнивали его со снюсом. Снюс как стандарт. То есть, и мы выявили в насвае очень много канцерогенных веществ, мышьяк, тяжелые металлы и так далее. Вот. А в снюсе, насколько оно же отвечает стандартам Готиатек, это почти как продукт питания. Поэтому в снюсе очень мало вредных веществ, там в основном никотин и какие-то ароматические добавки. В насвае же, это, кроме никотина, там есть и свинец, и бензопирин, и мышьяк. В общем, все, что вызывает раки, все это есть. На площадке обсуждали необходимый для инноваций баланс. Строгие и прозрачные научные исследования, ответственное регулирование, честная и понятная информация. Только при соблюдении этих условий возможно будущее, где курение потеряет свое доминирование. Ася Казанцева, известный научный журналист, рассказала о разных свойствах никотина, о том, как он влияет на мозг курящего и некурящего человека. Людям нравится курить, потому что никотин действует на никотиновые ацетилхолиновые рецепторы, которые в мозге выполняют много разных функций, в том числе регулируют выработку разных нейромедиаторов, выделение, в частности, дофамина, что может сопровождаться субъективным ощущением удовольствия. И, кроме того, дофамин – это важный обучающий сигнал. Мы склонны запоминать те вещи, которые сопровождались выделением дофамина. И если какая-то биохимическая штука тоже способствует его выделению, то она начинает казаться человеку более привлекательной. И, кроме того, может способствовать его сосредоточению и в некоторых экспериментах улучшению внимания или памяти при работе. Поэтому, когда мы говорим о привлекательности никотина, то раньше научным мейнстримом была идея о том, что он приносит удовольствие. Он может его приносить, но это зависит от генетических особенностей человека или животного, но он довольно универсально способствует фокусировке внимания, помогает, например, бороться с недосыпом или способствует улучшению памяти, особенно при каких-то ее нарушениях. Смысл конференции можно уместить в 3 простые фразы, которые звучали со сцены не раз. Если вы не курите, не начинайте. Если курите, бросайте. Если не можете бросить, переходите на менее вредные. Все чаще здравоохранение говорит с обществом на языке доказательств, а не запретов. Technovation напомнил, что существует способ снизить вред – научный, этичный и требующий ответственности со всех сторон.